Банк России на очередном заседании Совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Смягчение денежно-кредитной политики отложено в третий раз подряд. Как объяснили в Центробанке, поводом стал выход инфляции за пределы прогноза. По итогам года рост цен может составить от 4,6 до 4,9%. Регулятор отметил, что на ситуацию повлияло ослабление курса рубля. Оно расценивается как разовый фактор, но не исключено, что инфляционные ожидания населения подогреют ситуацию. Признав, что давление на цены может продлиться дольше ожиданий, в Центробанке подтвердили прогноз по росту цен на 2021 год в диапазоне от 3,5 до 4%. И в следующие годы регулятор не видит оснований для вывода инфляции за 4%. В течение года власти России намерены резко сократить число безработных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, их станет на 1 миллион 300 тысяч меньше. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря признал, что уровень безработицы в стране вырос с 4,7% в январе до 6,3%. До этого президент отмечал, что увеличение числа нетрудоустроенных остается одним из главных вызовов для России и мира, а борьба с этой проблемой идет недостаточно активно. Также глава государства назвал амбициозной, но реальной цель снизить долю граждан, живущих за чертой бедности, с 13% до 6,5%. В 2021 году в России ожидается принятие национального проекта по развитию туризма, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Его цель – расширить возможности интересного и доступного отдыха по стране для россиян. По словам Дагузовой, Россия обладает огромным нереализованным туристическим потенциалом. Это является ключевой предпосылкой к созданию нацпроекта, в основе которого лежит колоссальное значение отрасли туризма для людей, экономики и государства. На анализе основных проблем были выделены 3 больших направления работы: развитие туристической инфраструктуры и создание качественных туристических продуктов, повышение доступности туристических продуктов и информированности о них, цифровизация отрасли, а также совершенствование управления в сфере туризма, снижение административных барьеров. По этим направлениям должен быть сформирован взаимосвязанный инструментарий мер поддержки. Что касается снижения стоимости и формирования новых направлений, то в этом году уже были предприняты существенные шаги в этой большой работе. Туристический кэшбэк, запуск новых чартеров и грантовая поддержка предпринимателей. И, конечно, Ростуризм планирует продолжить реализацию этих программ, в том числе в рамках национального проекта. Первые сведения о малых и средних предприятиях самозанятых, воспользовавшихся господдержкой, внесут в новый единый реестр на сайте Федеральной налоговой службы. Новый реестр будет содержать данные предприятий, которым оказана государственная поддержка по той или иной программе, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, пояснил советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. По его словам, в реестр войдут все субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые, которые получили господдержку. Тем временем большинство россиян самым лучшим подарком на праздник Нового года считают деньги. В исследовании в преддверии новогодних праздников принимали участие несколько тысяч респондентов, участников групп в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и другие. Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5% респондентов, ответили деньги. На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем – презенты для души, которые принесут положительные эмоции. Об этом сообщили 23% респондентов.